На первом этаже блока Б Нерюнгринской центральной районной больницы сегодня активно функционирует отделение инструментальной диагностики. В него входят 3 подразделения – функциональная диагностика, эндоскопические и ультразвуковые исследования. Я закончила институт, ординатуру в Якутске и приехала сюда по селевому договору. Когда я только приехала работать, у нас был старый аппарат, сейчас нам выдали новый. Визуализация на нем очень хорошая, все хорошо показывает. И смотрим и сердце, и брюшную полость, и сосуды, все хорошо. Поток пациентов у нас большой, все смотрим. У нас еще этот экстренный кабинет, и у нас расписание, плюс у нас приемный покой, реанимация, все по экстренности. Юлия Симакова, заведующая отделением инструментальной диагностики, работает в Нерюнгринской центральной районной больнице более 20 лет. Тогда был в нашем распоряжении только один эндоскопический кабинет, внутри которого находилась моечная для эндоскопических аппаратов с одной раковиной. Потом у нас начали меняться санпины, федеральные все нормативные наши документы, которые нас обязали развернуть площадь гораздо большую сделать, отдельно сделать процедурную для проведения ФГДС, колоноскопии, бронхоскопии. Соответственно, к ним все моечные помещение пришлось разворачивать также. После реконструкции в отделении инструментальной диагностики мы видим кабинеты, обустроенные по всем нормам санпина, новое оборудование, аппарат для его обслуживания, шкафы для хранения, моечные машины. Эта аппаратура позволяет увеличивать в несколько раз картинку. Мы более мелкие начинаем участки видеть измененной слизистой, что нам позволяет брать прицельную биопсию и быть настороженными в процессах онкопатологии и выявлять на более ранних стадиях онкопатологию, потому что увеличивает аппарат настолько, что мы можем прицельно взять биопсию вплоть до клеточного уровня, дать уже гистологам уже тот материал, который именно подозрителен нам на эндоскопическом обследовании. Также во время оперативного вмешательства общий желчный проток осматривается эндоскопически на наличие в нем камней. И если эти камни есть, они напором воды вымываются с общего желчного протока, что позволяет избежать повторного оперативного вмешательства и закупорки общего желчного протока из-за находящегося там камня. Таким образом, реализуется цель перезагрузки медицины в Нерюнгринском районе, а именно повышение качества, доступности и удовлетворенности жителей уровнем медицинской помощи, снижение показателей смертности и увеличение ожидаемой продолжительности жизни. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри.